Творческие коллективы республики поедут с гастролями в подшефный для Коми город Дровеньки. Первый культурный десант запланирован уже в начале февраля, заявила министр культуры региона на прямой линии, которая состоялась на этой неделе. Прямые линии с руководителями разного уровня проводятся по поручению главы Коми, ЦУРом, общественной приемной главы и нашим телеканалам. Насколько значим для региона такой формат диалога с властью, расскажет Ольга Коняева. Урлун Дунайортис, рад нашей очередной встрече, готов ответить на ваши вопросы. Приветствую всех. У нас сегодня, видимо, большая аудитория. Аудитория действительно большая. Кроме зрителей Юргана, эфир прямой линии могут смотреть пользователи интернета. Прямая линия Владимира Уйба набирает наибольшее количество просмотров. Главные новости о ситуации в регионе, общий посыл от главы, ответы на самые острые проблемы. Например, в декабре республику взбудоражил вопрос о закрытии федеральным вузом речного училища в Печоре. Во время прямой линии студенты, родители, педагоги вздохнули с облегчением. Вопрос решен. Значит, понятно, что это дополнительные деньги, но сейчас мне обсчитывают, это достаточно тоже кругленькая сумма, но мы эту сумму предусмотрим и детей заберем в наш техникум, и они получат базовое образование по первой своей специальности, по которой они поступали, с дипломами установленного образца и пойдут работать уже на предприятии Республики Коми. По поручению главы Коми также в прямом эфире на самые волнующие вопросы жителей отвечают министры, руководители ведомств и главы муниципалитетов. С марта 2022 года проект успешно реализуется. Уже состоялась 51 прямая линия. По данным нашего соцопроса, 74% респондентов видели прямые линии, проводимые в социальных сетях. Большинство опрошенных считают такую практику взаимодействия власти и жителей очень важной, а ответы содержательными и полезными. Больше всего жителей интересуют такие отрасли, как социальная защита, здравоохранение, ЖКХ и благоустройство. Вся информация из соцсетей, жалобы, гневные посты, предложения и вопросы жителей Коми в комментариях собирают аналитики Центра управления регионом с помощью специальных программ. Выявляют наиболее актуальные проблемы для региона, района или отрасли. Запись к участковым врачам и узким специалистам. Эта тема, по данным Центра управления регионом, одна из наиболее острых в регионе. С начала года зафиксировано более 500 сообщений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги решаем вместе» с просьбами организовать эту запись. Этот вопрос постоянный на прямой линии Игоря Дягилева. Будет меняться полностью система записи к врачам, ответил руководитель Минздрава Коми. А пока заработал специальный чат-бот в Телеграме. Есть две группы. Прошу жителей тоже подписываться. Одна называется «Сыктывкар здоровье». Это защищенный чат в Телеграме. И вторая группа – это Коми здоровье. То есть это жители уже всех остальных наших муниципалитетов могут подключаться. В этой группе подключен я. Я вижу каждый отзыв, там могу показать на телефоне. Я действительно все это смотрю, читаю. Подключены мои заместители. И самое главное, каждый главный врач и заместитель главного врача лечебного учреждения находится в этой группе. Если он видит по своей территории звонок, заявку, соответственно, он тут же связывается по мобильному телефону с заявителем и помогает ему записаться, оказать необходимую помощь. Также любой житель региона может оставить свои вопросы на прямую линию через филиалы общественной приемной главы Коми. Еще в начале года люди жаловались на долгое ожидание бесплатных медикаментов. Сегодня такой проблемы нет. Решена. Это могут быть и частные ситуации. Например, удалось помочь жительнице Кайгородка. За нее на прямую линию обращалась председатель местного общества инвалидов. В Москве мне подобрали другой инсулин Trulicity. И когда я приехала с выпиской в Республику Коми, у нас немножко была проблемка. То есть мне его сразу не могли дать, но давали тот инсулин, которым я кололась раньше. А вот в марте 2022 года мне стали давать инсулин тот, который мне был прописан в Москве. И с этого времени больше проблем не было. Самые неожиданные вопросы звучат в прямом эфире благодаря трансляции в социальных сетях, где каждый может оставить свой комментарий. Например, жители Троицко-Печорского района посетовали на качество очистки дорог зимой. Для того, чтобы решать эти вопросы, мы
на протяжении нескольких лет уже участвуем в программе «Народный бюджет» и приобретаем технику совместно с предпринимателями для того, чтобы наши сельские населенные пункты обеспечить снегоуборочной техникой. Например, в этом году техника появилась у нас в селе Устилыч. Это особенно важно для Устилыча, потому что он является отрезаемым населенным пунктом в период образования льда. И то есть можно чистить уже непосредственно, не дожидаясь, да, когда будет залита переправа. А вот что было сделано уже после прямой линии. После этой прямой линии, да, то есть мы провели работу и благодаря главе Республики Коми приобрели новую комбинированную машину для очистки содержания дорог, чтобы еще улучшить качество содержания. И обращаем на те дороги внимание, где наибольшее количество жалоб было. Такая комбинированная дорожная машина не только для очистки дорог, но и промывки и опрессовки коммунальных систем стоит около 10 миллионов. Теперь бороться со стихией будет легче. Подобный вопрос поступил на прямую линию главы Усть-Куломского района Сергея Рубана в ноябре о заваленных снегом дорогах в Югыдьяге. Я, как житель поселка Югыдьяг Усть-Куломского района, подтверждаю, что трактор, который прибыл для очистки снега, уже в Югыдьяге. Сейчас проходит регистрация его в органах государственной инспекции. Ну и потихоньку обкатка. Вы видите, улицы нашего поселка стали очищаться. И хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще. Но для этого нужны деньги. В сельских поселениях, к сожалению, денег для очисток снега очень мало. В одном из районов села Усть-Кулом плохо освещена улица Магистральная. Дорога активно используется сельчанами, но проходит вдоль лесополосы, откуда могут выскочить и серые хищники. На прямой линии с главой района Рубаном Сергеем Владимировичем мной был задан вопрос, когда же будет замена уличного освещения. И хочу поделиться хорошей новостью, что в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» вынесено положительное заключение. И я думаю, что в ближайшее время будет замена уличного освещения. Важно, что информация актуальная и достоверная из первоисточника. Часто в эфире прямой линии мы развеиваем слухи, сообщаем новости о важных изменениях или о том, куда обращаться в разных ситуациях. Прямые линии – это действительно очень значимый для нашего телеканала телепроект. И в первую очередь за счет обратной связи, когда наши телезрители могут задавать свои вопросы напрямую представителям органов власти. Значим он и в части рейтингов для нашего телеканала, которые достаточно высоки и по отношению к телеэфиру, и по отношению к размещению в сети интернет. В этом году прямая линия на телеканале Юрган продолжает свою работу. Первыми гостями стали заместитель председателя правительства Коми Владимир Казаков и руководитель Министерства культуры Мария Балмастова. Следующий эфир 25 января. Мэр столицы Республики Коми Владимир Голдин ответит на вопросы.